Глава Башкортостана Ради Хабиров в один из дней состязаний побывал в нескольких павильонах чемпионата WorldSkills Россия. Эксперты уже успели рассказать главе региона, как организованы соревнования в сфере индустрии красоты, кулинарии, строительства, пчеловодства. Компетенций много – 105, а это 1800 конкурсантов из 76 регионов страны. Я предлагаю подойти к компетенции промышленная робототехника. Очень важное направление сегодня. Андрей Геннадьевич, Давай попробуем. Ребята, Ради Фрич, у вас смелый премьер-министр. извините, я сейчас это побыстренько. Сил, усовершенствованная гидравлической системой, а также системами охлаждения и управления, которые обеспечивают высокие... здесь что важно, у нас ни на соревнованиях, ни в подготовке нет симуляторов. То есть люди учат обычно на технике той, которой они будут дальше работать. То есть это, знаете, в принципе, можно на симуляторе чему-то научить, но потом тебе придется доучиваться в компании. И идея какая? Компаниям выгодно продавать, например, в образовательные учреждения. А вот образовательные учреждения, по-хорошему, через 3 года, когда домучат технику, можно продать в бизнес. Потому что для бизнеса еще будет нормально. Как правило, то, что здесь видит, это лучше, чем на рынке. Ну, соответственно, образование года 3 попользовалось, там, починили, отдали. Вот мы эту схему сейчас пытаемся внедрить. Там, основная проблема в чем? Что, например, срок амортизации вот этой техники 12 лет. А он одинаковый и для бизнеса, и для образования. Но в образовании его за 3 года убьют. Вот если вот это пробить Минфин, то дало бы возможность образовательным учреждениям новое покупать, продавать потом бизнес, на эти деньги покупать новое, с какой-то добавкой, а не сразу полностью тратить. Компаниям вот это интересно, потому что это маркетинг, это продажи, и самое главное, они сейчас продают не оборудование фактически, они продают уже готовую услугу. Человека, который на ней может работать, и само оборудование. Андрей Геннадьевич разносторонний талант. Ага. Еще рукой чуть-чуть к себе. Рукой. Ага. Вот так, все. Сейчас поднимаете стрелой уже, вы возьмете его... Поднимаем на себя, да? Да. Потихоньку, не торопясь. Ага, Движение WorldSkills в России. Так, теперь у нас рукой к себе. на себе. Рукой к себе. Новое усилие, набор составляет 42 Открываем. Открывайте. Наборное усилие рукоятки 29 килоньютонов. Да, вот тут вот у нас можно попробовать. Как вот. Спасибо большое, большое удовольствие. Спасибо. Инесса Васильевна, добрый день. Скажите, пожалуйста, а как вообще отбирают участников на WorldSkills, в частности, от Республики Башкортостан? Чемпионатное движение WorldSkills – это очень сложный процесс. Есть целая линейка чемпионатов, и данная линейка начинается обычно с октября месяца. Это отборочные соревнования на право участвовать в региональном чемпионате. Далее мы проводим большой региональный чемпионат. Как правило, это более 100 компетенций. И уже победители регионального чемпионата проходят всероссийские отборочные соревнования и уже проходят на нацфинал. Какие критерии для отбора? Как правило, наши мастера производственного обучения либо преподаватели уже видят во время практики, во время обучения тех ребят, у которых успешнее получаются те или иные операции, и уже они являются потенциальными участниками отборочных соревнований. Но кто может стать участником? Ученики старших классов, студенты колледжей? Да, есть линейка еще и возрастная, поэтому в этом чемпионате принимают участие студенты, это 16-22 года по основной группе, и юниоры от 12 до 16 лет. И как раз чемпионатное движение помогает именно соединить и общее образование, и дополнительное образование, и профессиональное, чтобы наши ребята и школы приходили в мастерские, которые созданы на базе колледжа, и вели как раз профориентационную работу, обучались навыкам первичным. Ну, мы помним УПК ранее, то есть это фактически возвращаемся к этому формату. Скажите, пожалуйста, у нас вот самая многочисленная команда в Республике Башкортостан. Откуда у нас ребята? Ребята у нас со всей республики: Уфа, Стерлитамак, Белебей, Сибай, Мелеуз, из Буздякского района, из Дуванского района, то есть охвачена вся география. А что дальше? Какова судьба наших ребят?
Далее наши ребята либо попадают в расширенный состав национальной сборной, которые представляют потом уже Россию на мировых чемпионатах и чемпионатах Евроскиллс. Ну и, разумеется, мы очень четко следим за их трудоустройством, потому что эти ребята, они являются самыми лучшими, кому-то уже предлагают прямо на площадке место в той или иной организации. В этом году пообещали финансовое вознаграждение участникам и экспертам. Как восприняла наша команда это? Воодушевленно, это тоже определенная мотивация, но, конечно, самая главная мотивация тут не финансовая, а испытать свои силы и прокачать свои скиллы. Спасибо. Спасибо. Это диагностика автотранспорта. Ну, как мы называем это, компетенция месть родителей детям. Потому что обычно дети ломают игрушки, родители собирают, а здесь наоборот. Взрослые ломают, дети чинят. Это полигон для беспилотных летательных аппаратов, для тестирования. А вот здесь сама соревновательная площадка. Тут диагностика, программирование, аэровидение. Ну, короче, вот все, что сейчас есть, плюс модули наперед. То есть ключевое, например, что сейчас уходит управление руками, появляется только автоматизированное управление, то есть тут профессия умирает уже. Хотя она появилась 5 лет назад всего. Темп изменений просто феноменальный. Но сейчас уже понимаю, что это нам важно и необходимо на производстве. Мы в этом году будем уже лицензировать специальность в колледже как раз-таки по беспилотникам. Мехатроника – это сборка, по сути дела, сборка куска конвейера. То есть Феста один из мировых лидеров, он используется почти во всех производителях, во всех приводных механизмах. Соответственно, у ребят задача сделать конвейер, там считается и электричество, и потеря воздуха, и диагностика, ну все. Пойдем к вертолету, подойдем. Такая очень тяжелая компетенция, обслуживание авиационной техники. Удивительно, но главный эксперт у нас женщина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вас дела? Давайте рассказывайте. Обслуживание авиационной техники, компетенции. Ребята у нас выполняют 5 модулей. Осмотр предполетный вертолетов, вот в данном случае, да, это предполетная подготовка, все, что запускается, что включается, все рассматривают. Здесь имитация работы внутри самолета, через лючки, труднодоступные места, электрика, гидравлика и все остальное, в таком духе. Дальше ребята электрические неисправности ищут в цепи, секретный модуль, поэтому он немножечко так у нас изолирован. Да, и ребята должны найти, почему не работает заслонка, внести коррективы, и она должна в конце заработать. Вот. Дальше у нас есть слесарный модуль. Это, как правило, на малой авиации применяется, если нужно отремонтировать часть борта самолета. То есть какую-то заплатку поставить, долететь до завода, и там уже, конечно, отремонтировать. И композит, ищут неисправности в композитных панелях. Вот таких 5 модулей ребята выполняют. Достаточно востребованы. Работают за 3 дня, они 15 часов отработают, в среднем 7-6 часов. Вот так. Условия нормальные вам? Да, условия нормальные. Спасибо. Национальная сборная тоже тренируется. Да, Наш международный эксперт. Норик. Спасибо. Давайте пойдем, иначе мы сейчас... Спасибо. Спасибо. Приблизительно похожая логика в автотранспорте. То есть там как обслуживание, как диагностика коробки, там двигателя, ходовой, ну и все вот такое по частям. Но это реальные машины с реальными неисправностями. То есть человек, который сюда ушел, может завтра идти в автосервис. Просто вот так. Это автомеханик. Да. Но он не просто механик, он еще и диагност. Он еще идет, создает финансовые документы, там, заказы и так далее. Здесь компетенция BIM-проектирования, то есть, ну, вот все, что сейчас есть, то есть это компетенция мировая, то есть, по сути дела, все, что сейчас с новым строительством. Но это сегодняшний день, по факту, с следующего года обязательные требования. Мы у нас этих ребят готовим уже, по-моему, с 2016 года, что ли. Это достаточно такая большая мировая практика. Короче, аккуратнее, здесь промышленная робототехника. Вкратце говоря, как заставить эту руку работать для разных целей. Сварка, переноска, склепка, все, что хочешь. Это же универсальный инструмент. Ну, соответственно, девушки даже есть. То есть это, в принципе, несложная штука, как программирование.
Здесь несколько точек питания. Ну, во-первых, они в местах проживания кормятся 12 точек. Во-вторых, на самой площадке у нас 3 кухни. Как питание? Основная здесь, там где есть волонтеры, здесь участники, здесь порядка 4,5 тысяч у нас. Тут завтрак, обед, ужин, да? Нет, завтрак у них в там. проживании, да, и здесь, соответственно, это обед и ужин. И плюс еще дополнительно вот тот шатер, который тоже это отдельно уже для гостей, которые по компетенциям работают. Здравствуйте, ребят. А можно чашку кофе попросить вас? Арсений Николаевич, а для кого организовано питание? Для участников, волонтеров и организаторов. Андрей Геннадьевич, вы эксперт, я смотрю, во всех отраслях. Внимательно смотрите, чем будут кормить? Да, я пробовал здесь в прошлый раз, мне понравилось, поэтому все вкусно. Вот, попробовал в прошлый раз мандарин, попробовал хлеб и все, что было, вот этот вот морс. Все, здрасте, все вкусно, все мне понравилось. Бесплатно кормим или за деньги? Значит, бесплатно, мы здесь бесплатно же кормим всех, да, 4000 здесь участников бесплатно, там вот и в соседнем шатре экспертов всех кормят. Бесплатно. Всех бесплатно, да. Ну, есть еще возможность покупать там где-то, да, чуть-чуть. Мы специально сделали для местных рестораторов площадку, где они разместили свои рестораны, а так вся площадка – это зона питания для всех участников, экспертов и всех наших тренеров, она полностью бесплатна. Интересно, спасибо. Руслан Юрьевич, а что у нас на обед? Это на обед, да? Сегодня у нас на обед 2 вида салата. Это овощной крудите. Они кушают овощной салат. Это огурцы с капустой пекинской. Далее весенний салат. 2 вида супа. Это уха у нас. Далее крем-суп идет из брокколи. Сливки не добавляем, потому что жара была, в целях безопасности. 3 вида горячего. Это у нас рыба. Это у нас птица, курица, и это у нас говядина, рубка, люля сегодня. Далее у нас из выпечки это учпучмак мясной, сладкое это школьные пирожные, маффины морковные, орешки и чай, кофе горячий на выбор. И 2 вида фруктов, яблоки, мандарины. Спасибо. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам. Спасибо. Александр по пути на БСК, там фрезеровка стоит. Я смотрел, у вас в биографии были учеником фрезеровщика. Давайте вам покажем, как сейчас реально выглядит. Причем, вы удивитесь, у вас в колледжах это уже есть. Поэтому, если мы вот так пройдем, буквально... Я прекрасно знаю. Я все наши заводы облазил, и все наши учебные комплексы. Здравствуйте. Токарный фрезерный работает в ЧПУ. Ой-ой-ой. Вот. Сказали, что это близкая вам тема. Это вот сейчас такие детали делают участники самостоятельно. Но это не самое сложное. Есть даже такие чертежи. Это с чемпионата мира чертеж. 44 чемпионат мира в Бразилии. Сколько времени на выточку этого? А на это, часа 2-3 дается. Серьезно? Да. А вот такие детали за 4 часа делаются. Вот но у них задача, то есть настроить программное обеспечение и все, так ведь? Нет, намного все хуже. Вот, то есть они, по сути, работают как операторы-наладчики. То есть полностью не налаженный станок. Вот, сняты даже кулачки, либо тиски даже сняты. Они полностью настраивают тиски, выставляют деталь. Сами выбирают режим резны, пишут программу в CAM-системе. То есть корректируют настойки, налаживают инструменты, делают. И вот благодаря сетевой WorldSkills как раз эти ребята сейчас активно попадают в промышленность. Это прям с этого чемпионата детали, что токарная. Вот ребята делали ее тут. И таких деталей было несколько. Это учащие, наверное, уже старших курсов, да, это получается? Ну, как правило, первокурсник навряд ли. Первокурсник вряд ли, второй-третий курс. Ну, если мы возьмем учетом программу Junior Skills, да, то, соответственно, есть ребята, которые уже во время школы проходят практику. И вот некоторые ребята, школьники, вот и там есть компетенция у нас юниор, вот там подальше. Там уже работают ребята, у них задания чуть попроще, но они тоже делают детали. Вот, это прям вот, по сути, годные детали. Тоже они вытачивают, все делают сами, все целиком от болванки. Да, все самостоятельно и в системе. Есть интерес у ребят, да? Я бы сказал, наборы в колледжах очень сильно меняются, потому что такое оборудование встает. Все, это российское оборудование производится в Ульяновской области. Те ребята, которые вот это делают, они котируются не только внутри Российской Федерации, они, в принципе, котируются на уровне мира. То есть вот это все задачи, которые, я вам сказал, чертеж чемпионата мира. Все ребята могут делать, по сути, они показывают, что они на уровне международном, и для того, чтобы мы могли делать в перспективе продукцию, которая может выходить на импортные рынки. То есть мы для импортозамещения. Удачи вам.
Добрый день. Скажите, а с участниками можно поговорить? Да, с участниками можно будет поговорить, но только уже после окончания выступления. А в процессе нельзя? В процессе нельзя, это запрещено, да. Что мешает? Снимать участников можно, нельзя с ними общаться, потому что они выполняют сложные задания. Если не отвлекутся, можно поломать оборудование и выполнить задание, соответственно, плохо. Когда плохое задание, плохое выступление, участник потеряет баллы и может потерять место и медаль. Вот, поэтому недопустимо. А после выступления, у нас модульное выступление, поэтому каждые 4 часа меняются участники. Поэтому вот ребята, которые за моей спиной сейчас находятся, им осталось выступать там еще 2 часа, и после этого с любым из них можно пообщаться хоть со всеми сразу. Понятно. Спасибо. А представьтесь, пожалуйста. Илья Танких, руководитель Академии ДМГ «Море» и международный эксперт по компетенции токарной работы на станках ЧПУ. Откуда вы к нам приехали? Из города Москва. Как вам вообще Башкортостан? Замечательно. Очень теплый прием и в прямом, и в переносном смысле. Вот. Так что все замечательно, работаем. Компетенции были запущены вовремя. Застройка была на уровне, на высоком уровне. Сегодня погода стала прохладнее, так что одна сторона вашей теплоты чуть-чуть поубавится, а наше гостеприимство только повысится. Замечательно, большое спасибо. Спасибо. Рады быть здесь. Справа. Эта история началась более 230 миллионов лет назад. Тогда здесь был лишь древний океан. В его теплых водах бесчисленные примитивные организмы поколение за поколением миллионы лет накапливали кальций, формируя гигантские барьерные рифы. Но однажды океан отступил, материки сошлись, и на месте их встречи вырос Уральский хребет. А древние рифы превратились в известняковые горы. Именно они определили судьбу Башкирии, которая в масштабах огромной страны оказалась поистине уникальным регионом для производства соды. Башкирская содовая компания – флагман химической отрасли России. Дамы и господа, начинается церемония подписания соглашения. К подписанию приглашаются первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Муратов Рустам Хамитович и генеральный директор акционерного общества «Башкирская содовая компания» Давыдов Эдуард Маликович. Подписывается соглашение о взаимодействии в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» между правительством Республики Башкортостан и акционерным обществом «Башкирская содовая компания». Дамы и господа, церемония подписания соглашений закончена. Инесса Васильевна, мы вас нашли. Сейчас есть новая информация, я, насколько понимаю, относительно наших колледжей. Да, прямо сейчас в рамках деловой программы проходила церемония награждения топ-100 лучших колледжей Российской Федерации по версии WorldSkills Россия. И 3 наших колледжа вошли как раз в этот список. Это один Уфимский колледж радиоэлектроники, один также Уфимский колледж технологий и дизайна и Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж. А какие критерии? Что? Лучше там учат, лучшее оснащение? Самое главное – это активное участие во всех проектах, которые реализует WorldSkills. Это и чемпионатное движение, наличие победителей национальных чемпионатов, региональных чемпионатов, обучение по программам WorldSkills, сертифицированные эксперты в штате колледжей. То есть вот как раз этот перечень критериев, а их более 100 на самом деле, позволяет занять такое почетное место среди всех образовательных организаций. Ну а 3 колледжа из 100 – это много или мало? Если мы смотрим по другим субъектам, то есть субъекты, где вообще нет ни одной образовательной организации, поэтому это очень хорошо. Для примера, в прошлом году у нас всего лишь 2 колледжа было в перечне. С каждым годом растем. Растем, спасибо, поздравляю. Спасибо.
У нас здесь две компетенции одновременно: столярка и краснодеревщик. Это главный эксперт по столярке. Давай, жги, Сергей, рассказывай. Ну, во-первых, хотел поблагодарить за площадку, за организацию площадки. Очень хорошо все обустроено. Провожу чемпионаты уже больше 6 лет национальные. Вот. Здорово все организовано, благодаря колледжу. Хороший подход был. Наша задача заключается в изготовлении этого изделия прекрасного. Вот. Это называется русский стул. Довольно сложное. Выполнить его надо за 20 часов. То есть можно присесть. Гвоздей нет, да? Нету. Без гвоздей, да? Без гвоздей. А из какого дерева? Это материал бук. Ценная порода древесины является. И за 20 часов они должны его выполнить. А сами вытачиваются? Да, все формируют сами полностью. Ага. Вот, а формируют дуги, шиповые соединения, все самостоятельно. Понятно. Задача наших участников — это начертить чертеж полноразмерный, один к одному мы проверяем. Полностью сформировать все соединения, склеить и полностью потом его отшлифовать. А бывали случаи, когда они, значит, запортачили детали? Бывает, конечно, да. У нас предусмотрено в критерии оценивания замена деталей, но ведет за собой очень много потерь баллов. То есть они это знают, поэтому относятся как обратно. Прежде чем что-то отпилить или, как говорится, 7 раз отмерить, и 1 раз отрезать. Да. Очень интересно. Надо иметь огромный багаж знаний для того, чтобы сформировать это все, успеть. А учащийся первокурсник не в состоянии, наверное, сделать, да? Первокурсник? Да. Нет, это уже более опытные. Да, более опытные. Да. Ральфович, вы так сознанием дела примеряетесь, смогли бы собрать или нет? Я бы не смог. Я бы не смог. Можно присесть, кто желает гости позвонить. Извините, еще к вам вопрос. Вы Сергей Павлович Болдырев. Откуда вы? Я с Урала, города Екатеринбург. А как вот в эксперты сюда попадают на WorldSkills? Ну, рядовой эксперт – это обычно сотрудник учебного заведения, который непосредственно готовит сам ученика. Если он подготовил ученика, он, соответственно, вместе с ним попадает на чемпионат. А может также быть независимым экспертом, то есть с отрасли деревообработки можно попасть к нам. А зачем вам это нужно? Именно для меня? Ну, так как я сам отучился по деревообработке, соответственно, работаю в этой отрасли 15 лет, вот, и вот это движение, оно дало огромное значение для обучающих организаций. Вот. Эти все стандарты, которые мы привили, благодаря этим стандартам, появилось отличное оборудование в каждом колледже. То есть самое передовое, которое на данный момент используется в промышленности. Это стандарты международные, которые мы вводим. И это все приводит к хорошему, качественному обучению ребят. Поэтому я это поддерживаю, мне это нравится, тем более, еще раз говорю, что я больше 15 лет тут работаю. Если просмотреть мой путь по движению WorldSkills, то есть я был и на международных чемпионатах в роли экспертов от Российской Федерации, был тренером национальной сборной по столярному делу. Сейчас я являюсь главным экспертом национального чемпионата, то есть я являюсь сертифицированным экспертом на данный момент. По столярному делу? По столярному направлению, да. Спасибо огромное. Спасибо. Удачи. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Вы тут с детишками на площадке. Да. Что смотрите? Ну и все, от сферы услуг начиная, заканчивая строительством, наверное. Понравилось? Очень. Мы вот только приехали. А как узнали о том, что здесь будет чемпионат? У нас есть группа сельхоз. Вот там объявление дали. Мы решили приехать. А где вы живете? У Челы. За Челу приехали на площадку? Да. Сильно. Все везде будет на таких форумах. Интересно, а кем вы работаете? У нас фермерская деятельность по выращиванию растениеводства у нас. Понятно. Набираетесь тоже навыков и компетенций? Да, ну интересно же все-таки. А что малышне интересно? Тракторы в основном. Сельхоз, техника в основном интересна. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, удачи вам. Спасибо большое. Ральфович, а как вам площадка? Очень понравилось. Очень понравилось. Дух вот этот вот, дух профессии здесь витает, если можно так сказать. И вы видели, мы сюда организовали постоянное посещение школьниками. Порядка 6 тысяч школьников придут сюда в рамках экскурсии. Мы уже встречали это очень, группы. Да, это очень-очень важно. Для них, у них еще в головах-то неразбериха немножко. Вот как раз они посмотрят эти специальности воочию.
Причем посмотрит специальность не когда какой-то там уже пожилой, там взрослый человек, когда их же ровесники работают. Мне кажется, это подтолкнет к каким-то их внутренним решениям. Спасибо. Спасибо.